возрождения кыргызской государства. Начинается, конечно, это в 20-е годы. Кто занимался определением территорий? Проблема неграмотности, она не была у кыргызов, и она была сама большая проблема в самой Российской империи. Во-первых, не присоединяться, а Российская империя отвоевала эту территорию у Каканского ханства. Все дороги, которые сегодня есть в Кыргызстане, они были построены в Советском Союзе. Дороги построены. Вот возьмем на примере афганских кыргызов. К ним даже дороги нету. Потому что там не было, к сожалению, Советского Союза, который мог бы туда построить эту дорогу. В 1926 году отменили праздник Норус. Праздник Норус, потому что его сочли религиозным. В принципе, я должна более негативно относиться к Советскому Союзу, если честно, если исходя с трагедии своей семьи. Просто тогда страна была другая, и возможности были другие, которые мы, к сожалению, потеряли, но и не смогли сохранить. У нас, к сожалению, сегодня очень много Вот у нас делятся общества пророссийские, прокитайские, прозападные, проамериканские. Я всегда говорю, я про Кыргызстан. Вот я за свой Кыргызстан. А вот цензура какая-то в учебниках истории существует? Мы лишились самой основной интеллигенции. А сколько бы они могли бы, могли бы еще сделать, например. Откуда вы получаете деньги на свое финансирование? Это государственные деньги, это деньги из-за рубежа, из Запада. И какие цели вы в своих исследованиях преследуете? У каждого есть свои интересы, Дима, у каждого. У России есть свои интересы в описании истории, как они хотят это видеть. У Запада свои интересы, у Турции свои интересы есть. Дело в том, что нам интересно, что в интересах нашей страны. Вот мы сейчас будем не любить этот период, мы будем его ненавидеть, мы будем их винить во всем. И к чему это должно нас привести? Вот мы сейчас к подрастающему поколению будем внедрять это ненависть всему, что виной всему это вот тот период. Если вы хотите снять подкаст, ссылка в закрепленном комментарии, мы с удовольствием приедем и поможем вам отснять подкаст до 4 персон. Блин, слушай, ну это на самом деле офигенная тема, что людей, хотевших отснять подкасты, очень много. Но, например, вкладываться в оборудование, и таких людей мало. А в частности, вот, например, я буду про тебя знать, что если мне нужно что-то будет снять, я по-любому тебе позвоню. Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Чолпон Койчуманова, самый молодой член-корреспондент, женщина в Кыргызстане. Член-корреспондент — это предшествующее звание академику, то есть, дай бог, она через несколько лет станет академиком, профессор, доктор исторических наук, женщина, которая участвовала в создании новой конституции, и историк, конечно. Здравствуйте, Чолпон. Доброе утро. Да. Спасибо за комплименты. Да, ну я же все правильно сказал. Вы являлись одним из флагманов разработки современной кыргызской конституции. Ну, я была членом конституционного совещания. Нас там было очень много, в принципе, и мы как бы вносили изменения уже в действующую конституцию, да, и в какой-то мере принимала участие. Ну, вот так скромно вы себе. Тема сегодняшнего нашего разговора — 100 лет киргизской автономии. Ровно 100 лет назад, в 1924 году, была образована Каракиргизская автономная область. Чолпон является историком и занимается современной историей Кыргызстана, как раз охватывающей данный период. Поэтому мы бы хотели поговорить о столетии киргизской независимости. Именно киргизской, я бы хотел сказать, потому что это слово в кавычках, именно так оно называлось, да, насколько я понимаю? Да, ну здесь почему это очень тесно связано, когда изучая современную историю Кыргызстана, конечно, начало изучения строительства, возрождения кыргызской государства начинается, конечно, это в 20-е годы. То есть, исходя оттуда, потом вот мы приходим к современному Кыргызстану. И, конечно, благодаря именно тем событиям, которые произошли после установления советской власти, да, вот после февральской революции в 1917 году, благодаря тем событиям, которые происходили там, мы сегодня, вот в 91 году, мы так спокойно вышли из состава, без таких больших трагических страниц, как это, вы знаете, очень часто мы видим, что может происходить. И мы свободно вышли, обрели свою независимость. Основа фундамента была создана именно в 20-е годы. Можно ли сказать, что в 1924 году кыргызы, в отличие от остальных малых народностей типа уйгуров, обрели свою территорию? Ну, вы знаете, с уйгурами, наверное, сравнивать тоже не так будет правильно. То есть кыргызы — это древний народ, который
всегда жили на определенной территории, это коренные жители были. Вы знаете, говорить о том, что в 20-е годы, можно сказать, было возрождение кыргызской государственности. Но становление это, конечно, будет немного неправильно, потому что в истории, нашей истории кыргызская государственность уже была, она встречалась. Это было и владение Кыргыз, это было государство на Енисее в V веке, в XII веке государство на Енисее. То есть этот опыт у нас уже был, но возрождение вновь кыргызской государственности, либо становление кыргызской государственности в новом формате, да, это произошло в 20-е годы. Для кыргызского народа действительно развал Российской империи и установление советской власти это было спасением. Вот действительно это было большим спасением. Почему? Потому что мы знаем, что вот в Российской империи в 1916 году было большое восстание. Это является одним из больших трагедий в истории Кыргызстана. И я думаю, что вообще, вы знаете, история, конечно, в истории некорректно употреблять слово «если бы», да, но история не имеет такого наклонения, но все же после восстания 16 года, если бы не установилась бы советская власть и не было развала Российской империи, я думаю, для кыргызского народа это была бы большой трагедией. Именно судьба кыргызского народа была бы действительно очень в плачевном состоянии. И я боюсь, что даже мы могли бы превратиться у себя на земле, многовековой земле, где мы проживали, могли бы превратиться просто в малые народы, которые бы, может быть, потеряли бы свою территорию. Язык, может быть, и сохранили бы какую-то культуру, возможно, но сохранили бы свою территорию, и вот в таком формате, в котором мы сегодня потом пришли, я думаю, что именно судьба кыргызского народа была бы очень в трагическом положении, потому что восстание подавлялось очень жестко. Мы знаем, что в Китае была большая трагедия бегства в Китай, там судьба была плачевная, у кыргызов то же самое. Здесь были очень сильные карательные движения. И вот эта революция, оно было именно для кыргызов, это было большим спасением. И вы знаете, установление советской власти вообще в тот период, да, мы сейчас, может, остановимся на некоторых вопросах. Вот та же самая Кара-Кыргызская автономная область, вначале были попытки, мы обрели его в 1924 году, до этого были сделаны попытки, и Горная область, да, она потом провалилась. Давайте мы с вами забегаем вперед уже вашим монологом таким основательным. Давайте разберемся, во-первых, по названию. Почему Кара-Кыргызская автономная область? Прям по словам, почему черный киргизы? Нет, это не черный, это обозначает сильный, могучий, это тоже имеет такое значение. Оно было Кара обозначено, потому что в то время уже казахи, Кыргызская автономная область, они называли себя так, поэтому более оказались более активнее, что там процессы другие, не будем на этом останавливаться, поэтому, чтобы отличаться, чтобы назвали Кара-Кыргыз, но это слово обозначает жесткий, активный, такой могучий, это имеет такой смысл тоже. То есть в этнониме сила. Да, сила. И это было для того, чтобы отличиться от уже кыргызской, которую в то время казахи называли. И поэтому после этого была попытка сделать Горная область, чтобы тоже отличалась. Ладно, мы не будем. Оно не прижилось. Не, она не то, что не прижилась, там очень было много противоречий, им не получилось это все провести. И потом, только позже, в 1924 году, она обрела Кара-Кыргызскую областью, а потом позже уже Кыргызской областью, когда уже казахская перевелась Казахская автономная область, у нас Кыргызская автономная область, и потом пошел этот процесс. Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях, как вы думаете, какое название было бы более подходящее? Горная Кыргызская область или Кара-Кыргызская область? Нет, Кыргызская область, только Кыргызская область. Ни Горная, ни Кара, то, что оно произошло потом, это была Кыргызская автономная область. Нет, но это уже в 27-м году. Но это позже, я имею в виду, что именно этот вариант... Наши и с самого начала шли к этому варианту.
понимаете, горная область, это тоже была в тот момент альтернатива делать попытку, чтобы сохранить, отделиться, ну, иметь свою автономную область. Это были сделаны попытки. Но политика у них была дальновидная. Они все равно шли к этому, что нужно прийти именно вот к Кыргызской области. Потом Кара-Кыргызской нашли альтернативу. Но, понимаете, сам процесс, они же не останавливались. Это все процесс шел. Это была дальновидная такая тонкая дипломатическая политика благодаря вот той интеллигенции, которая в тот момент была. И потом они все равно в итоге пришли к Кыргызской автономной области, куда, в принципе, целенаправленно и они и шли. Является ли создание Кара-Кыргызской автономной области стартом вступления кыргызов в Советский Союз? Ну, она уже, в принципе, когда она уже образовалась, вот после революции 17 года, уже процессы шли большие. Там шли большие процессы, и, в принципе, уже было образовано. Но дело было в тонкостях таких, чтобы как-то отделиться автономию, и все это, в принципе, шло. Самый основной вопрос был, здесь же еще территория, обозначить свои территории. Понимаете, вот, например, в 1919 году была сперва создана комиссия, как она на географическому районированию, кажется, она так была создана. Вот первая комиссия, чтобы просмотреть, у кого где какие территории. А потом уже в 1924 году, после того, когда уже многие там автономию вот, начали обретать, тогда уже была создана конкретная комиссия по районированию территорий всех. И вот тогда вот начиналось это вот определение границ. И вот это определение именно границ, она и сыграла огромную роль, что вот мы в 90-е годы так спокойненько вышли из состава и ушли. Мы же все понимаем, что основа государства – это территория. То есть если есть территория, если она еще юридически оформлена, то да, то ты можешь уже дальше двигаться. Если ее таковы, да, мы понимаем, что мы жили там, мы все это почувствуем. Но когда уже оформляется юридически обозначено, это же совсем другой процесс. И когда вот это вот определение территории, обозначение его уже на географии юридически оформлено, вот это вот и есть создание, уже юридически оформленное создание вот кыргызской государственности. Вот по поводу территории хотел вас спросить сразу же. Кто занимался определением территорий? Потому что, насколько мы понимаем, кыргызы в тот период времени потеряли Чуйскую долину практически, целиком оставив небольшую часть, и приобрели там город Ожджи-Алабад в свой состав внесли. И все споры вокруг границ как раз вот вокруг этнических территорий возникают. Вы как вот на этот вопрос Вы знаете, вообще, вот как происходило районирование территорий, мне кажется, это очень отдельная большая тема, его в двух словах говорить невозможно, но я могу одно сказать, да, действительно, в свое время, когда это происходило, в основном национальные интересы не учитывалось, там в основном лежали экономические вопросы. Так оно и было. Были в основном зачатками всего распределения, районирования границ, это были экономические вопросы. То есть пастбище — это кыргызы, хлопкосеющиеся узбеки и так далее. То есть здесь и в основном... немного долин оставить. Да, и немного, да. И потом, поэтому у нас очень много анклавов. Вообще, вы знаете, это очень такая отдельная тема. Я единственное могу сказать о том, что, да, в тот момент играли большую роль экономические вопросы. И болезненная, наверное. Это, конечно, болезнь. Нет. Дай бог, что в этом году мы решим эти вопросы. Опять-таки, вы знаете, здесь такой вопрос. Вот мы постоянно хотим видеть только что-то негативное и искать самое то, что было самое худшее и плохое. Во-первых, само определение границы и то, что она юридически была оформлена, это уже большой успех. Прорыв, я бы сказал, без конца повторяю, благодаря этим событиям в 91 году мы все страны Центральной Азии, я не буду про другие говорить, спокойно вышли, сказали «до свидания, теперь мы пойдем своим путем». Опять говорю, в истории некорректно употреблять «если бы», но когда задаются такие вопросы, сами наталкиваете на это. А если бы не определили бы тогда границы, решили бы, будет один Туркестанский край, как было, например. Все, так будем, а потом посмотрим. И дожили до этого мы, например, до 91 года. С такими территориями, я думаю, тогда Все бы равно... нас не выпустили из Союза. Теперь представляете, что было бы?
Вот в 90-е годы. Вот вдруг потом произошло такое. Это какое бы количество местечковых конфликтов на национальной почве было? Это была бы трагедия, к сожалению. Я думаю, что эта трагедия, она бы по сей день мы не решили бы ее. Это была бы, потому что территория, границы, это самая болезненная тема во всем мире решения конфликта. Все войны начинались из-за территории. И вот представляете, вот это все определить теперь. Поэтому, вы знаете, то, что тогда, да, конечно, были и то, что мы не согласны, и то, что мы сегодня вот испытываем решения этих проблем. Но самое главное, фундамент был создан, была определена территория. Раз мы так активно заговорили с вами о деколонизации, модным словом я назову это все, но я вообще считаю это сепаратизмом и поддерживаю высказывание Илона Маска, который пытался заблокировать это слово в Твиттере, потому что задумайтесь об одном. На территории Кыргызстана сейчас проживает минимум 80 национальностей. На территории постсоветского пространства более 100 национальностей. Сколько из этих национальностей имеют свои территории этнические? И сколько из них имеют республики? Там Татарстан, республика, Тува, вот, которую сейчас постоянно раскачивают, Чечня, но сколько еще не имеют? И если мы говорим о национальном самосознании, мы зачастую ущемляем права тех народов, которые, к сожалению, с течением времени не имеют своей территории. И вспомним, опять же, об уйгурах, которые остались без территории, хотя было был масштабный уйгурский каганат, в конце концов, и они владели огромными территориями тоже. Но это тоже из разряда сепаратизма, мое высказывание сейчас. Но вы подумайте о том, когда вы говорите, что тот или иной народ должен иметь свои территории, подумайте о тех народностях, которые не могут с течением какого-то времени, вот как Чолпон правильно заметила, удачи, да, той, которая произошла при разделении территорий, не могут иметь своих собственных территорий. Да, если сейчас каждая народность начнет претендовать на свои территории, то это будет первым стартом к Третьей мировой войне. И этот старт, вот проблемы деколонизации, это как раз такой ключевой момент, который может быть этим стартом, потому что мы резко разобщимся между друг другом. И вообще, какие плюсы, какие приоритеты принесла нам эта автономия? Вообще после присоединения к советской власти, скажем, наверное, оттуда. Вообще у нас процессы после февральской революции, процессы уже шли в Кыргызстане. Они уже шли, поднимались. Вот такие видные деятели, как Абдыкерим Сыдыков, Джусуп Абдрахманов, Ишенал Арабаев, они уже поднимали тогда вопросы о изучении истории, об открытии школы на кыргызском языке. Особенно очень сильно обращали внимание на развитие образования. Это очень основное, потому что понимали, да, что в то время не только в Кыргызстане, вообще ликвидация безграмотности была большим. Но вы знаете, мне хотелось бы здесь начать с того, что очень часто я слышу, что такие высказывания, как были дикокаменные кыргызы, необразованные, неграмотные, и вот мы потом пришли и сделали их я слышу, очень образованным, грамотным, мы их научили и читать, и писать. Вы знаете, давайте тогда будем объективно говорить факты. Вот мы присоединились к Российской империи, да, были сперва в составе Российской империи. И нужно сказать, что действительно светское образование, оно пришло вместе, так скажем, с русскими. Это факт. Здесь тоже уже ничего. Были открывать русско-туземные школы, потом новометодная альтернатива пошло, потом развитие жадидизма. У нас вот все это подхватилось. То есть, но светское образование, оно пришло вместе с ним. Но потом произошел развал Российской империи, установилась советская власть. И вот нам начинают, в этот период нам начинают говорить, что были неграмотные, необразованные. Но тогда давайте возьмем, если они сравнивают целую Российскую империю, российская численная империю, и с малым народом кыргызом, то мне, конечно, это очень льстит. Возможно, да, тогда, конечно, мы были по сравнению с этими, конечно, у нас численность грамотных и образованности мы были намного ниже. Если сравнивать с чем? Знаете, эта теория Эйнштейна «все относительно», я его поняла, наверное, всю глубину этих слов лет 10-15 тому назад только. Так понимали, что это правильно, все относительно, но
когда начала уже В изучать... соотношении с чем вопрос? С чем, да, вот само его... Это понятие глубину относительно, вот оно к истории очень сильно ее можно принимать. Все относительно. Например, в 1897 году, да, я, наверное, ошибусь, вот по переписи населения, тогда выявили, что вот 21 миллионов людей, кажется, проживали в Российской империи, но я могу ошибаться все равно, где 21 миллионов людей, и число грамотных, образованных, это было 21%. В Российской империи 21 миллионов людей или 27 миллионов, но число грамотных людей, оно составляло только 21%. То есть, что такое 21%? В Сибири это где-то было 12%, в Средней Азии где-то больше 4%. Ну, мы же тоже были в составе. И вот когда происходила эта перепись населения в 1897 году, кажется, именно кыргызов, начислялось 600 тысяч. Было 600 тысяч. То есть, получается, в самой России грамотных людей составляло 21%. И даже через 20 лет эти цифры, они не изменились. То есть тогда и показывалось, что 73% старше 9 лет люди были неграмотные. То есть, понимаете, проблема неграмотности, она не была у кыргызов, и она была сама большая проблема в самой Российской империи. Всеобщая. Всеобщая проблема была. Потому что что такое, например, оно занимало, если нас сравнивают с Российской империей, то Российская империя, если сравнить с европейскими развитыми странами в тот период, она занимала самое последнее место по грамотности. То есть она была наравне, кажется, с Италией или с Испанией, насколько, но оно было на самом последнем месте по грамотности. Поэтому вот здесь, когда говорят, что при установлении советской власти это были необразованные дикокаменные кыргызы, то в самой Российской империи грамотность стояла в очень плачевном состоянии. Поэтому Советский Союз, когда установил, и самое первое, то, что они начали делать, ликвидация безграмотности, это касалось всех. Всего через каких-то 50 лет Советский Союз стал флагманом вот, грамотности. Вот теперь идем вот сейчас вот к этому. Вот Советский Союз установил. Такое ощущение было, что в Российской империи только вот царская семья и его окружающие были грамотны, а остальные получают... Я думаю, это так и есть. Во-первых, это империя. Все-таки надо понимать, что империя и союз — это две разные вещи. Да. Но вот я здесь говорю, просто хотела воспользоваться случаем и сказать, когда говорят про образование, всегда говорят, что вот они были неграмотны, мы их научили и так далее. То есть здесь ситуация плачевная была в самой России. И вот эта ликвидация безграмотности в Советском Союзе, вот вы представляете, какой она рывок сделала, да? Что она основа самые сразу начали приниматься? Это строительство различных школ, вечерние школы, обучающих техникам, училищам. В таком количестве именно борьба с ликвидацией безграмотности, повышение образования. Я не знаю, если еще такой пример, аналогичный пример, как это делало именно вот такими темпами и такими программами, это делал Советский Союз. И вот когда иногда... Речь идет... Можно вопрос, да. Просто чтобы разобраться? Я в этом, так как вы знаете, у меня период немного где-то на 800 лет раньше, и о грамотности той мы не можем говорить вообще. Мне хотелось бы немного вернуться раньше к Каганскому ханству. Вот во время... буквально один вопрос, да, один вопрос, да, по поводу грамотности вообще. Чтобы вы так империю опустили просто, я хочу ее немного реабилитировать. А какая грамотность в Каганском ханстве? Ее там не было? В Каганском ханстве какая грамотность есть? Ну вот мой глубоко уважаемый учитель, академик Плоских, я его очень люблю и ценю, и, как вы знаете, он как раз этим временем занимался. Я помню, он отчетливо говорил: Дима, не лезь вообще вот это, во все это, во-первых, да. А во-вторых, когда были в 70-е годы масштабные экспедиции по поиску документов о Каганском ханстве, огромное количество книг на арабском языке были просто закопаны. Ну, то есть те, кто их собирал, те, кто их хоронил, это, наверное, молду в основном. Ну, условно говоря, молду, потому что все, что на арабском языке, у нас воспринимается как Корана. Допустим, в музеях хранятся огромное количество книг, там, вплоть от поваренных до каких-то минимальных исторических на арабском языке. Вот
Я к чему это все хочу спросить? Сейчас мы говорим, что кыргызы, зачастую некоторые пласты общества говорят, что кыргызы вот писали на арабском языке, говорили, ну, то есть и школы были на арабском языке. Это, наверное, как раз к Каканскому ханству относится все, как я воспринимаю это все. Если в царской России это было 4%, тогда скажите, пожалуйста, а вот что касается в Каканском ханстве, какое количество населения могло писать, по вашему мнению, на арабском языке, и вообще можно ли говорить о переходе на письменность арабскую либо латынь? Мы же сейчас идем речь о светском образовании, да? То есть я же уже и с самого начала сказала, что светское образование, оно пришло вместе с Российской империей. То есть в Каканском ханстве, ну что такое Каканское ханство? Это феодальное такое реакционное ханство было, и все. О каком развитии там может быть и речи? О светском образовании тем более. То есть это было вообще... Вот я поняла вашу направленность, в какую сторону вы идете. Давайте тогда я так начну. Само этап, процесс вот этот все, который мы сейчас просим, это присоединение с первого Каканское ханство. Ну, давайте начнем оттуда, потому что после этого мы присоединились к Российской империи, потом советская власть. И само присоединение к Российской империи, это тоже было, вот когда сейчас нам говорят о том, что не нужно было присоединяться, мы сами по себе бы жили бы. Я опять-таки, вот вы меня толкаете, если бы история, вот опять если бы вот это слово, мы его часто приходится сейчас употреблять, хотя мне в свое время всегда говорили, нужно учить то, что было, и то, что будет, делая анализы, но при этом, чтобы было более понятнее, да. Вот многие сейчас, некоторые, я тоже слышу многие изречения о том, что не нужно было присоединяться к Российской империи, или точнее, они нас захватили, и вот... присоединяться. Во-первых, не присоединяться, а Российская империя отвоевала эту территорию Каканского ханства. Давайте называть все своими именами. Ну, давайте, если хотите так. Не присоединяться, присоединились племена, да, но территорию-то отвоевали. Я сейчас говорю конкретно о кыргызов. И когда говорят о том, что этого не надо, захватили, мы бы сами развивались. Нет, я просто не могу понять, каким образом мы бы тогда могли бы сами сохраниться. Это было Каканское ханство. Это в тот момент действительно была раздробленность кыргызского народа на север и юг. Север, он как бы формально признавал ханство, но в итоге же он же все равно как бы не принимал, там противостояния постоянно были. А юг по географическому расположению, из-за географического, они как-то более ближе приняли это Каканское ханство. Но раздробленность тогда на юг и север, оно было очень сильным в тот момент. И то, что присоединение к Российской империи, оно в любом случае это бы, может быть, было, но то, что вот это было одно из выходов, одной из ступеней развития на следующий этап, да, именно развитие. Да, там были потом трагедии, там был 16-й год, но это был этап все равно развития, идти вперед. Вот, например, если мы присоединились к Российской империи, присоединились, вошли в состав, там можете назвать это как хотите. Это было где-то в 1855 году, да, кажется, вот Сары-Багаш, Бугу, да. Племена самые первые, которые изъявили желание, да, уже как бы присоединиться. Но ведь почти за 100 лет вперед уже были отправлены дипломаты, правильно, вот в Российскую империю, в Екатерине, да, второй были отправлены племена, глава, да, Атекеби, Сары-Багаш, Бугу, да, племена, они вот всегда были в этом плане. То есть там Кучаков, Кучаков, Ширгиз, да, они были отправлены. То есть, понимаете, здесь давайте немного глубже тогда смотреть на этот вопрос. В тот момент вот наши кыргызы, дипломаты уже почти за 100 лет вперед уже были, они уже понимали, это были дальновидные, слава богу, что в тот момент, видимо, такие трудные времена порождают сильных людей. Наверное, вот это действительно, в легкие времена мы, наверное, все расслабляемся, перестаем уже вообще что-то думать более обширно, более дальновидно. Но в тот момент наши предки кыргызы уже, в принципе, понимали, что то географическое расположение, где мы находимся, это Китай и это Российская империя. Вот два выбора. Куда мы хотим. И мы соприкасались с Китаем, у нас очень длительная с ними совместная история, там очень хорошо знали наши предки, что из себя представлял Китай. И в то же время Россия в то время это была одна из самых, развитых, по тем меркам империй. И тогда вот наши кыргызы, они уже, в принципе, понимали, что вот это вот малый народ, чтобы его сохранить,
нам нужно вести дальновидную политику. И, понятно, нужно искать каких-то, да, покровителей. Малые страны всегда были в подчинении большим странам. Маленькие страны всегда подчинялись большим державам. Это не только у нас, это во всем мире так происходит. И вот они уже это видели. И поэтому, когда было уже позже, как они и видели, понимаете, вот тогда они уже понимали, что нужно, да, это делать. Потом различные события происходили, потом та же Коканское ханство. И вот в этом Российской империи присоединение, это тоже было самосохранение. Это тоже было один из ступеней для самосохранения. И оно дало толчок развитию, да, там были свои традиции, но оно дало толчок развитию. И притом, вот смотрите, вот я говорила, что светское образование, оно действительно, да, пришло с Российской империи. Ведь когда после развала Российской империи, когда устанавливался Советский Союз, наша интеллигенция, кыргызская интеллигенция, которая действительно благодаря их образованию, грамотности, уму, дальновидности, по их попытке, если у нас вот они попытки делали, участвовали в активном участии, принимали с их инициаторами, боролись за это, чтобы приобрести созданию Кыргызской автономной области. Ведь они образование получали в той же самой Российской империи, то есть когда мы уже вошли в его состав, да, то есть они обучались, становились именно в тот период. То есть надо сказать, зачатки что фундамента... не везде можно было получить образование еще. То есть выбор был небольшой. Небольшой, но это понятно. Либо Китай, либо Россия, либо Европа куда-то. Поэтому вот сама интеллигенция, основная интеллигенция, которые сыграли огромную роль именно потом, в 20-е годы, возрождения кыргызской государственности, так скажем, они, в принципе, получили образование, опыт работы, становились... Это в Российской империи. После присоединения получали образование. То есть все следовательно, все идет по той части, и все это... им нужно было присоединяться. Нет, там выхода не было, Дима. Вот как вы видите, просто скажите, что бы вы видели бы? Вот Коканское ханство, оно осталось. Дальше. Я вот прям здесь вставлю сейчас, постараюсь найти эту из книги Дюйшеева карту коканских крепостей на территориях Кыргызстана, чтобы вы понимали, насколько Кыргызстан был под гнетом территории. Ну, это их территория была, во-первых, да, и насколько под влиянием был Кыргызстан Коканского ханства. То есть, возьмем Чуйскую долину, это Пишпек, Токмак, самые крупные города, которые сейчас есть, это самые крупные коканские крепости. Не самые крупные коканские крепости, но здесь были довольно большие коканские гарнизоны. Вот, поэтому я полностью с этим согласен, и мы с вами учили еще одну историю, не ту, которая сейчас пишется, а я люблю говорить о том, что если меня сейчас заставить сдать ОРТ по истории Кыргызстана, я, наверное, получу максимум на 3 натянут меня, и то по старой памяти, потому что история сейчас, к сожалению, другая уже. Вы знаете, есть просто очевидные факты, их просто не нужно игнорировать. Их нужно учитывать. Но если вы подходите к науке, субъективно подходите, то, конечно, вы будете только видеть то, что вы хотите видеть. А то, что не хотите, вы просто будете делать вид, что их нету. Смотрите, что вообще за эти 100 лет, не 100 лет, а за период состава в Советском Союзе Кыргызстан получил? И получил ли что-то вообще? Получил не только Кыргызстан, получили многие страны, которые были в составе Советского Союза. Давайте про Кыргызстан, да, например, элементарно, где-то в 1926 году, да, там где-то 35 километров дороги только у нас было, которые могли проезжать машины. Вот. Потом, позже уже по строительству этой дороги, где-то 15 тысяч километров. То есть это Фрунзе, Рыбача, это Бишкек, Сусамы, Рош и так далее. Все дороги. То есть вся инфраструктура любой страны, она начинается с дорог. Если они есть, то есть развитие в этой стране. Если этих дорог нет, то значит все нет его. Это практика мировая. Все начинается с дорог, инфраструктура. То есть были построены все дороги, которые сегодня есть в Кыргызстане, они были построены в Советском Союзе. То есть, можно сказать, в то время нам строили это можно сказать так, если это было мы в составе Советского Союза, русские, да, строили, то сейчас, после обретения независимости, нам в основном дороги строят теперь китайцы. Вся
инфраструктура, которой мы сегодня пользуемся, нет, вы знаете, я не хочу восхвалять, я хочу сказать объективные факты. То, что сегодня мы пользуемся в основной инфраструктурой, это все осталось от Советского Союза. Ну, ГЭС и водохранилища, я не буду все это сейчас перечислять. Те же самые, давайте тогда возьмем университеты, академии наук, ну, например, да, в 1943 году открывается филиал Академии наук, потом его образуют Большую академию, национальные университеты. Вы знаете, да, здесь огромный вклад, конечно, внесли и наши представители кыргызской интеллигенции, элиты, которые возглавляли, да, в тот период правительства, да. Но мы же с вами понимаем, что в Советском Союзе все решалось в Кремле, правильно? Основная политика была там. То есть, если их это устраивает, если вопрос «да», они дают разрешение, чтобы этот процесс происходил. Если нет, нет. Ну, значит, это все одобрялось, чтобы все это развивалось, чтобы строились заводы, фабрики, комбинаты, дороги, университеты. Все это поощрялось, все это у нас строилось. На сегодня, например, вот сегодня в Кыргызстане мы по сей день пользуемся той инфраструктурой и теми, вообще всеми теми зданиями, которые было построено в Советском Союзе. Что сделано сегодня? Вот давайте сравнивать здесь. Даже университет, он построил в советское время новых корпусов, ну, тот же самый национальный университет. Я вам боюсь пример привести, потому что вы опять скажете, я вам примеры привожу из того, что говорят. Что говорят, да, исключительно, да. Но давайте вот представим, что вдруг Советского Союза нет, да, и обратим внимание на... Сейчас я понимаю, что меня в комментариях захейтят, и если бы... Что было, если бы, да, вот условно говоря, и обратим внимание на афганских кыргызов. Можно ли сказать, что мы бы жили примерно в таком же? Нет, я не могу ответить на этот вопрос. Я вообще не знаю, что не было бы Советского Союза. Осталась бы Российская империя тогда? Нет, и Российской империи не было. Вот мы были в Каканском ханстве, да? Нет, это географическое расположение нашей страны, она бы не позволила бы все равно. Там была Китайская империя, здесь была Российская империя. Это все равно бы произошло бы. Я имею в виду сейчас постколониальный синдром, условно говоря, да. Вот давайте посмотрим на те республики, в которых не было Советского Союза, да, или в которых Советский Союз был небольшой период времени. Они тоже, как обрели свою независимость, и что происходит сейчас. Я к этому говорю, к тому, что вы сказали, что дороги построены. Вот возьмем на примере афганских кыргызов. К ним даже дороги нету. Или я в чем-то не прав, да? Потому что там не было, к сожалению, Советского Союза, который мог бы туда построить эту дорогу. Да. У них нет школ и нет образования. Почему? Потому что там не было Советского Союза, который мог бы построить там школу. Почему-то афганцам эти кыргызы вообще никак не нужны были. Или я не прав где-то? Это вот я только опираясь на ваши слова сейчас говорю. Я понимаю, что мы сейчас можем с вами договориться. Вы меня просто, знаете, вот это вот слово «если бы» без конца, вот как бы раздумывать о том, что было бы, и думать, и размышлять, это очень долго. Ну, это вы так говорите, я вам конкретный пример Я просто сейчас, я поняла про афганский пример, я это поняла. Ну, давайте... Мы можем также взять, чтобы быть объективными, да, извините, опять перебил, мы можем взять китайских кыргызов, которые живут хорошо, у которых все есть и которые сохраняют обычаи и традиции до сих пор. Вот буквально недавно завирусилось несколько видео с ТикТока, где там около 1000 всадников Беркучи, кыргызов, ну прям написано, кыргызские всадники Беркучи скачут по этому, не знаю, видели вы или не видели, это как раз было какое-то шоу в Китае, где кыргызы показывали свои 1000 всадников, у нас такое редко встретишь. Я просто хочу сказать о том, что нужно просто видеть очевидные факты. Вот когда мы говорим, что было очень все плохо, например, в Советском Союзе, ну тогда измени все сегодня за 30 лет. У нас большая возможность изменить это все. У нас это получилось. Что вот мы сейчас делаем? Давайте начнем. Вот элементарно я вам маленький пример говорю, вы меня сразу перебили. Вот у нас стоят университеты, государственные университеты. Построены ли новые государственные университеты? Именно государственный университет. Частные строятся, да. Построены ли они сегодня?
Ну, нет, Нет, наверное. ну, Ну, не наверное нет, а их ну, нет тогда просто. до сих пор мы с какими университетами, какими пользуемся университетами? Те, которые были построены в Советском Союзе. И Правильно? библиотеками И пользуемся. библиотеки, все, теми- Вот построено ли в этом постсоветском пространстве, вот с обретения независимости, хоть один новый опера-балет, новый драмтеатр, новый, совсем вот изначально с фундамента поднять и построить есть? Сегодня нету, да. Ну вот просто элементарно нужно это делать выводы. Ипподром есть. Ну, это тоже начало хорошо. Ну, вот давайте вот начнем с этого. Например, та же медицина, здравоохранение, образование. Это все мы пользуемся теми, то, что осталось от Советского Союза. Водохранилища, ГЭС, теплосети и так далее, и так далее. Все это идет оттуда. Вот когда, вы знаете, вот я вам так скажу, вот, наверное, лет 15 тому назад я тоже так же вот немного, у меня были такие вот эмоциональные высказывания о том, что вот нас тоже в свое время, нам чуждую культуру внедрили, идеологией нас запутали, вот сейчас мы открываемся, сейчас у нас новые уже архивные материалы, действительно мы видели трагические страницы, которые мы сталкивались, это еще больше тебя как-то немножко, ну, как бы поднимает твой дух, говоря, ну как так можно, что так несправедливо. Но больше мы говорили о том, что нас как бы чуждую нам культуру, идеологию нам внушили, и мы этим жили. Вот теперь мы сейчас обретаем. Я вам тогда такой один маленький пример. Вот в 1926 году отменили праздник Норуз. Праздник Норуз, потому что его сочли религиозным. В 1991 году мы его обрели, сказали, что нет, это традиционный праздник, да. Что мы видим сейчас, вот последние 3-4 года? Вы, наверное, замечаете, что против вообще празднования Я вам этого скажу, что праздника... даже Новый год не празднуют многие. Нет, Новый год это хорошо, но Норус это был традиционный такой праздник, который присущий был, ну, больше как бы присущий был еще до этого, до установления, до вот празднования Нового года и так далее. То сейчас, последние 3-4 года, мы видим, что нам его уже говорят, что это нельзя, это противоречит религии и так далее. Вы видите, что уже даже его празднование, оно уже не в таком формате проходит. Уже вот даже среди молодежи я замечаю о том, что у нас очень сильно же религиозная сейчас вот идет такая тенденция, о том, что они этот праздник уже не возникают, считают, что это против религии, там, зороастризм, тенгриас, вот они это не воспринимают. То есть понимаете, вот мы критиковали советское что, то нам внедрило нам чуждую культуру, его отменили, да, там, религиозно. Теперь, когда мы в 90-е годы подумали, что мы сейчас будем обретать свою, как бы, возвращение, да, свои традиции, культуры, то, что нам запрещали, как мы считали, что это все, находить свою какую-то там идентичность опять, да, мы видим, что сегодня, оказывается, вы, я не знаю, замечаете или нет, мы тоже до сих пор, мы теряемся сейчас. Нам теперь одну культуру, нам заменяют сейчас чуждая, нам другая культура сейчас идет. Подмена идет культуры, мы опять потерялись. Вот где мы? Я уже начинаю сравнивать, где мы больше себя потеряли? В Советском Союзе, когда были? Или сейчас эта тенденция страшнее идет, которой мы теряем свою дорогу своих предков, которые они, какими традиции, какой менталитет, какая история? Мне кажется, культура, которая сопровождала наших предков, и мы пришли к сегодняшнему дню, мне кажется, мы их теряем. Где страшнее находится? Вот сегодня идет... Мы обрели свое сегодня. Вот спустя с 90-го года мы же... Как мы выходили, с каким этим вдохновлением, что мы себя найдем? Вот 70 лет нас нагнетали, вот теперь мы как бы найдем. Видите, какая подмена культуры сейчас идет, чуждая нам. Это очень сейчас опасное явление происходит, понимаете? Вот особенно по всей Центральной Азии, мне кажется, что в Казахстане и в Кыргызстане эта тенденция как бы очень обостряется. Ну, я не буду, давайте говорить про Казахстан, про культуру нашу, кыргызов. Посмотрите просто даже... Посмотрите фотографии, как выглядели наши бабушки, молодые девочки в 1890-е годы при Российской империи. В Советском Союзе, посмотрите, праздники, вот я помню фотографии нашего в 1969 год, там праздновали праздник Норус, ну как бы не говорили, что это праздник, там весна, Алату как-то называлось, но это как приход же весны, Норус это праздник как бы приход весны, возрождения, да, и так далее. Как там праздновали, в каких они в тебетеях были, в элечейке, платки одевали, как бы, ну вот назад завязывали, как наши одеваются.
Посмотрите в советское время, как одевались. Это либо классический стиль одежды это было, либо это традиционный кыргызам, как наши бабушки одевались. Да, это чапаны, длинные платки, косынок сзади. Байбичи одевали уже или чейки по праздникам. А сегодня как мы одеваемся? Посмотрите сегодня, вот в каком состоянии, какая культура сегодня обладает в одеждах у кыргызов сегодня. Просто выйдите на улицу, посмотрите на молодежь. Это наша культура. То есть мы вот к чему? Вот я вот говорю о том, что сейчас идет сильно... Мы убегали от одного, говорили, что это очень плохо. Сегодня мы пришли теперь... Мы тоже теряемся сейчас. Почему вот сейчас, когда мы говорим об идеологии, ну это другая, давайте не будем опять... говорим об идеологии, очень часто вот мне очень нравится высказывание некоторых наших видных политических деятелей о том, что они приводят примеры очень много там с эпоса Манас, приводят примеры с нашей культуры, традиций наших предков, которые до этого были. Это и крик о том, что давайте, куда мы идем, мы, кажется, пошли не туда. Но сегодня радикальное религиозное движение, оно очень сильно активизируется, и ко мне очень часто приезжают гости, и когда они видят форму одежды, образ жизни, они говорят, это вы? Это было ваше разве? Давайте вот задумаемся об этом. Поэтому я всегда говорят, не стреляй, вот хорошее изречение, вы, наверное, меня дополните, вы не стреляй в прошлое из пистолета, да, она выстрелит с тебя из пушки. Вот сейчас мы идем вот практически к такому. Мы все время ищем недостатки, все время виним в том, что вот эти недостатки нам сегодня мешают обрести что-то. Каким образом она нам мешает? И меня еще удивляет, когда очень часто говорят такие мысли, как рабское мышление. Вот на кыргызском языке есть прям высказывание. Кулчулук ангсезим. Да. Я перевела, так это рабское мышление. Довольно часто слышу это высказывание. Вы знаете, что у меня еще вот если честно говоря, Дима, я вообще не говорю о личном своем, я никогда не рассказываю, но мне, например, если исходя из своей семьи, в принципе, я должна более негативно относиться к Советскому Союзу, если честно, если исходя с трагедии своей семьи. Потому что мы столкнулись и ощутили все это. Я не хочу, в общем говорю. У вас репрессированные были? Допустим, нет, любимый вопрос. Нет, зачем? Я не хочу на ответ, я просто говорю, я хочу свою позицию показать, что, исходя из трагедии своей семьи, я, например, должна больше, наоборот, негативно относиться. Но человек, который занимается наукой, вот когда я пришла мне наука, мне сразу говорили, ты должна основываться, она должна быть объективной, если ты действительно хочешь заниматься наукой. То есть очевидные факты, доказательства. Если ты это уже игнорируешь и из субъективного выходишь, тогда это уже понимаешь, что это не наука. Хотя сейчас это модно делать, в принципе, нормально. Поэтому есть очевидные факты, и я их не могу просто игнорировать, понимаете? Вот как гражданин, и делая сопоставительный, сравнительный анализ, мы делаем выводы. Из этих выводов мы делаем заключения, о них говорим. И вот когда я иногда начинаю говорить какие-то вот очевидные факты, то, да, вы же видите сейчас в моем выступлении, я говорю то, что было, если негативно, я их открыто говорю. Были позитивы, я их открыто говорю. И вот когда я иногда высказываюсь объективные некоторые вещи о Советском Союзе, почему-то, мне лично не говорят, но где-то выступая, говорят о том, что это вот так могут говорить только люди, у которых рабское мышление. Я вообще немного не могу понять, потому что я сама Советский Союз не помню, если честно говоря. Потому что я школу закончила уже, когда был развал Советского Союза. Кажется, была в 4 классе, что ли, или в 5, когда уже произошел развал. А уже 87-е, 88-е годы, вы понимаете, это уже было не тот Советский Союз, уже шло к этому, да. Поэтому я, честно говоря, не помню Советский Союз так очень хорошо. Практически. Я не носила галстук, то есть я пионером не была, тем более не была и комсомолом, да. Поэтому быть рабом того времени, надо, наверное, как-то его ощущать, или что они должны внедрять тебе эту идеологию, да, как-то ты должна быть уже как-то загипнотизирована, да, как бы сказать, то моментом, и ты тогда можешь у тебя быть. Поэтому мне непонятно, когда говорят рабское мышление. И мне очень... Во-первых, я не могу его, потому что я не помню, я не знаю вообще Советский Союз. Я знаю уже суверенный Кыргызстан. Все, вот говорю, что хочу, изобилие информации и так далее.
Ну, мне очень удивляет, что это говорят люди, большинство, которые родились, выросли, стали тем, кем есть в Советском Союзе. Ну, возможно, наверное, они пронесли через себя это я не знаю, как это, может быть, они состоялись хорошими людьми, они достигли больших успехов в Советском Союзе. Вот я на них смотрю, они закончили школу, получили прекрасное образование, лучше, чем у нас, потому что я считаю, что они, сильные ученые, да, в свое время, они становились в Советском Союзе, получили образование, работали. Тем, кем они есть, они все это, в принципе, у них становление, этот процесс в Советском Союзе. Я на них смотрю, очень хорошие люди, очень интеллектуальные, образованные. Но, тем же не менее, они говорят, что очень критично к этому относятся, и говорят, именно они говорят об арабском мышлении. Я вообще не могу понять, что такое, что они имеют в виду. Вы понимаете, когда сегодня мы рассуждаем о том, что у нас, к сожалению, сегодня очень много у нас делятся общества пророссийские, прокитайские, прозападные, проамериканские. Я всегда говорю, я про Кыргызстан, я за свой Кыргызстан. Но понимаете, есть такая вещь, я именно не могу понять, когда они толкают наше общество, толкают наше государство на какие-то конфликты с соседними странами. Но неужели нельзя понять, что есть такой предмет хороший, как геополитика? От географического расположения страны зависит внутренняя и внешняя политика. Простыми словами говоря. То есть если у нас нет такой возможности взять свою страну, перенести его возле Швейцарии, я бы с удовольствием тоже хотела бы, например, да, у нас нет такой возможности. Мы должны жить с тем, что у нас есть. И географическое наше расположение страны – это страны Центральной Азии, которой частью мы являемся, это Россия, это Китай. То есть они являются самыми важными стратегическими нашими партнерами. Хотим мы этого или нет, но основными стратегическими партнерами для стабильности, для целостности нашей страны это является взаимоотношения именно в первую очередь с ними. У нас вся история сложена, вместе с ними мы идем. Это Китай, это страны Центральной Азии, это Россия и Китай. Получается, и когда сегодня вы сами бы смогли бы жить с соседом, которым вечно вы ругаете. То есть, например, живут два соседа, да? Если вы в хороших отношениях, вы можете оставить свой дом и уехать куда-то, да? И этот сосед присмотрит за вашим домом лучше, чем вы, потому что это и в его интересах, и, во-вторых, он дорожит вами, да, и он за цветочки польет, и за огородом проследит, и сделает так, чтобы никто к вам туда не заходил, в безопасности, в целостности. И я говорю, то есть то же самое и в странах, это соседи. И когда сегодня нас иногда толкают на то, чтобы мы вошли в какие-то конфликты, вы понимаете, я хочу так, может быть, это эгоистично будет, Дима, возможно, то, что я сейчас скажу. Я в первую очередь думаю о своей стране, да, возможно, это нужно думать более масштабно, но в первую очередь у меня интересы моей страны, целостность, стабильность и мира я хочу в своей стране. И если ради сохранения стабильности, целостности, мира в своей стране, я думаю, что мы должны исходить из своей политики, в интересах нашей политики. Только тогда, когда государство... То есть я вообще, вы знаете, я так хочу сказать, что во внешней политике не бывает ни друзей, ни родственников, ни врагов. И не нужно их там искать. То есть когда мы говорим, что... Я и в родственные чувства внешней политики не верю, Дим. Когда говорят там родственники, там наши братья. Я считаю, что во внешней политике только бывают личные интересы страны. И это правильно, в принципе. Каждый должен быть личные интересы страны. Если они совпадают, то мы сразу становимся в хороших отношениях и так далее. Но так как они сразу где-то интересы разойдутся, то, конечно, мы сразу можем стать врагами. И из личных интересов нашей страны, я думаю, что мы должны строить взаимоотношения с нашими соседними странами, то, что является именно географически рядом с нами. К сожалению, некоторые личные интересы, они начинают брать, выходить на первое место, чем интересы своей страны. Поэтому, когда исходят из таких конфликтов, сейчас то, что происходит, и начинают агрессивно относиться к соседним странам или толкают наше общество, или сами наше общество иногда толкает государство на какие-то принятия решений более конкретных, потому что мы так хотим. Это внешняя политика, целостность, стабильность государства, оно не должно быть эмоциональным.
а это должно быть здравый смысл государственника. То есть шаги должны быть продуманы на 10, 20, вот 20-30 лет вперед. Ну вот разве в 2024 году они думали об интересах сегодняшнего дня? Наша интеллигенция, Абсолютно которые нет. отдали жизнь, они в то время боролись за свою вот независимость определить. А в то время это было очень страшно. Но это же они делали не для того, чтобы на сегодня было. Это они строили этот фундамент, дальновидную политику, чтобы это было там через 40-50 лет, как сохранить свою территорию, как сохранить свою целостность, чтобы это оставить. Вот мы должны об этом сегодня так думать, а не на порыве вот этих вот. Они такие, поэтому мы такие. Понимаете? И потом вот есть Они, очень в хороший... принципе, создали республику эту, потому что и большинство из тех, кто создали, потом отдали свои жизни. Вы правильно вот, сказали. Вот я говорю, они были потом репрессированы из-за этих своих... Ну, они же проводили эту политику, чтобы мы сегодня с вами жили вот в таком государстве. Не на один день строили. А сегодня мы иногда толкаем наше государство на такое, на сегодняшнее, сиюминутное, потому что мы так захотели. И я вот хотела бы, знаете, все-таки нашим студентам нужно изучать такой предмет, как геополитика. Сразу хочу сказать, это западные, европейские ученые его обосновали. Сейчас, как скажешь российский, сразу скажут там, нет, это западные, европейские ученые. И они доказали в этой науке, если вы прочтете, что все решает географическое расположение. Исходить нужно из этого. И теперь давайте задумаемся. Вот наши предки... с нашей вот кыргызской земли в Россию могли на лошади пешком пройтись, правильно? Вот это и называется, понимаете, куда рукой подать. А где находятся другие там страны? Мы туда дойдем ли, например, вот это и называется рядом страны, видите, куда подать рукой. Мы с вами уже немного отошли от нашей темы, так или много. Вы Нет, пытаетесь, мы не отошли. с геополитики Нет, перетянуть на отношения с с Россией. Я хочу вас как-нибудь немного опять вернуть к истории Кыргызстана. Вы уж извините меня, потому что тема у нас... Я понимаю, что это очень важные темы. И у вас мы такой не отошли, прекрасный мы говорим монолог об этом. был. Мы как раз говорим и об этом. Просто когда нам говорят о том, что мы толкают нас на какие-то вот призывы, конфликты, мы должны задуматься, а вот это в интересах нашей страны или нет? Я думаю, нужно в первую очередь думать о людях. А интересы страны — это разве не люди? Если Думать страна о том, будет целостной... какое количество, в первую очередь, людей живет в других странах, и думать о... Ну вот в России сколько живет сейчас кыргызов? Наверное, больше миллиона. 1,5, да, вроде бы говорят? Да. А сколько их живет там в Европе или в Америке? В разы меньше. И я думаю, у многих кыргызов, которые живут в России, у них есть возможность переехать в Европу, но они почему-то туда не хотят ехать, потому что это чуждая культура для нас. Ну вот для меня, допустим, у меня нет желания переезжать куда-то в Америку, хотя есть возможность, на самом деле возможность, у каждого из нас есть. Поэтому все знают, что у меня пророссийское мнение, и скажут, ну вот ты русский, у тебя поэтому пророссийское мнение. А у вас такое мнение, да? Ну, я знаете, как поддерживаю, наверное, ватническую культуру, как сейчас ее модно называть, нас почему-то сравнивают с какими-то мягкими игрушками, наверное, чтобы проще было убивать. И вот то отношение, как раз, которое идет оттуда сюда, и вот эти все обезличивание человека и обезличивание его мнения, если ты считаешь, что в Советском Союзе было хорошо, значит, у тебя рабское мышление. Клеймо. Нет, Вот это клеймо, да. Если ты любишь Россию, значит, ты ватник. Это клеймо. И сейчас во всем мире если ты думаешь не так, как думают либералы, то тебе обязательно этот либерал или эти либералы поставят клеймо на тебя. То есть, а я, знаете, вот вырос в то время, как раз в 90-е годы, когда мы разговаривали о гуманизме, о многонациональном Кыргызстане, о развитии науки. И вообще жизнь была тогда на подъеме. Куда это все делось? Я вот не понимаю сейчас. Да, сейчас у нас... Вы знаете, вот, Дима, вот куда это делось? Вот когда мы в 90-е годы называли молодежь потерянная молодежь,
вот когда я только начинала социологические тогда исследования делать, ну, это вот когда вот был развал Советского Союза, идеология... Ну, это как раз мое поколение. Да, ну, и как раз и, в принципе, потом и я тоже, вот мы... как бы те люди, даже которые, скорее всего, вот в 90-е годы, им было там 4-5 лет, ну, наверное, вот про развал Советского Союза, идеологии нет, мы себя еще не обрели, все ринулись экономикой, добыванием денег и так далее. И тогда вот называли, когда молодежь, как бы потерянная молодежь, которая осталась вот сама по себе. И эта потерянная молодежь сегодня уже составляет наше общество. Потому что люди, которые родились в 90-м году, им сегодня 33 года. Это та основная масса людей, которые... И поэтому мы сейчас уже, вот когда я говорю, какая культура нам, что с нами происходит, это называется потерянное общество. Мы потеряли то, что было, и еще так мы его так отрицаем. Мы не обрели, и вот это пустое место, нам сейчас его заменяют различные культуры. Вот трагедия, вот сейчас проблема, мне кажется, в этом... Я же вам еще раз повторяюсь, вот лет 15 тому назад, если бы мы с вами встретились бы и разговаривали, я бы немного, наверное, по-другому давала бы интервью. Типа, больше даже, наверное, негативные стороны говорила бы, да, о том, что да, вот сейчас все хорошо, в то время было очень плохо, было, наверное, больше бы даже не то, что недостатки виделось бы больше бы. Хотя, конечно, факты говорили тоже о другом, но это давало нам надежду, что сейчас мы уже обретем то, что было, вот как мы считали, потеряно. Но получается, что было потеряно, оказывается, непонятно, было ли потеряно, что мы приобрели. Сейчас у меня вообще терзают, как говорится в фильме, терзают смутные сомнения. Современная молодежь думает по-другому. Она видела 90-е, вот те, кто сейчас приходит, кому сейчас, грубо говоря, 25-27 лет, они помнят ужасные 90-е и помнят хорошие 2000-е. А 2000-е это было, я думаю, вот за последние 20 лет самое лучшее время возможностей. То есть есть несколько типов движений. Ну, во-первых, первые, те, которые говорят о деколонизации, они переживают за малые народы. Не понимая, вот вы сказали, необходимо вводить геополитику. Ее просто нужно обязательным предметом ставить, чтобы человек, когда говорил о свободе той или иной республики или о свободе того или иного народа и о независимости, он понимал, к чему эта независимость может привести и как другие народы эту независимость получали, чтобы не привести это все к каким-то глобальным кровопролитиям. А любая независимость без кровопролития не бывает. Вы же понимаете это все? Ну, с точки зрения исторических процессов. Процесс длительный, чтобы да. прийти к независимости. И это первый вариант. Второй вариант прозападники, которые считают, что вот в России все плохо, а в Западе хорошо. Ну, чем лучше? Вот я не понимаю там... Не, вы знаете, Дима, я хотела бы призвать наших граждан думать о своей стране. Давайте исходить из интересов своей страны. Запад разберется со своей политикой сами. Я еще хотел вам задать про СССР один вопрос. Многие говорят, что в советское время кыргызский язык, кыргызские обычаи и традиции не сохранялись. Но давайте возьмем того же Чингиза Айтматова, который написал свои лучшие произведения в советское время на русском языке и стал популярен. Я не говорю, что, дай бог, чтобы все его произведения перевели на кыргызский язык, или уже наверняка переведена большая часть. Переводится, да. Да, потом давайте Бюбюсару Бишиналиеву. Это прекрасная балерина, которая стала известной благодаря русскому балету и благодаря России. Давайте возьмем музей наш изобразительных искусств, который является одним из самых лучших музеев в республике, наверное, в постсоветских республик по количеству экспонатов, хранящихся в нем. Я про исторический музей, я, к сожалению, такого сказать не могу, потому что, к сожалению, мы не имеем хорошего исторического музея до сих пор. Тот, который построен, он, конечно, замечательный, но большая часть, ну, то есть из-за того, что государство мало финансирует археологию, соответственно, пополнение находок минимальное в эти музеи, но все равно они обучают людей, ну, то есть выполняют свою основную функцию. Все это в зданиях, которых, правильно вы заметили, они были созданы и построены в советское время. Вот как вы думаете, насколько
советская культура повлияла на исконную кыргызскую культуру? Но на развитие культуры в целом Советский Союз сыграл огромную роль. Ну, это очевидно. Даже вы вот сейчас назвали великих писателей, и Чингиз Айтматов, и Алы Токумбаев, и кинорежиссеры, и художники, Сюймон Кулчокморов. Ну, их можно без конца, это вот вся легенда наша. Мне кажется, их пока сегодня в современном Кыргызстане никто не превзошел. То есть или бы хотя бы немного даже не дошли до того величия, какое они имеют. И в развитии культуры вот само отношение к культуре и к образованию и людям науки, вот давайте исходить поглубже смотреть, отношение советской власти, Советского Союза, отношение к культуре и образованию, науке, какое оно высокое было. Понимаете, это вот, что это были, эти люди избирались депутатами, это были люди, которые имели огромный большой вес, это были огромная интеллигенция. То есть насколько в Советском Союзе поддерживалось в развитии интеллигенции, чтобы их было, чтобы они были, и насколько их возвышали, оплачивали, финансировали. Вот это и есть отношение вообще к народу, само к народу, понимаете? И здесь надо как-то более вот как бы глубже смотреть на эти вопросы. Вот когда говорят о том, что мы восхваляемся этими людьми и говорим, что лучше сегодня нет. Ну, если проще говоря, а если более простыми словами говорить, это же люди Советского Союза. Они родились, стали тем, кем они есть и кем мы сегодня гордимся, это люди, в принципе, той эпохи, той советской эпохи. И пока в современном Кыргызстане, к сожалению, до них еще никто пока не дошел. Есть ли такие произведения, которые издавали в Советском Союзе? Сегодня такие писатели, как Чингиз Айтматов, такие, как тот же самый кинорежиссер Болот Шамшиев, какие кинофильмы он снимал, да, это же целая легенда ушла, понимаете? Но это же все люди из Советского Союза же были. Так чем нам он, настолько мы его так критикуем, но при этом мы восхищаемся теми людьми, которые были, становились, и благодаря им у нас сохранилась та же самая наша культура, которая присуща нам. Неужели все так было тогда плохо, вопрос возникает. Здесь вот как бы надо глубже. А потом то же самое, например, вот вы говорите, археология сейчас очень не финансируется, да? А в советское время этнографические исследования, археологические исследования, вы же сами знаете, каков статус был Национальной академии наук. Начиная с 1954 года. Начиная вообще с 1943-го, да, потом его сделали в 1954 году. И какое крупные экспедиции. А какие финансирования были вот в развитии науки? Это отношения, понимаете? Сегодня. Просто же нужно же как-то немного делать какой-то сравнительный анализ и вот делать какие-то заключения, понимаете? Нельзя же все время идти на каких-то эмоциях, или там сказали, тут сказали. Дайте факты. Есть сегодня лучше? Сегодня наука, состояние какова? Культура сегодня. Фильмы какие у нас сегодня? Какие фильмы снимались в Советском Союзе? Это какая классика? Есть второй Болот Шамшиев, есть второй Чингиз Айтматов, Бибисара Бейшеналиева, Таттубют Турсунбаева, Сюймон Кулчокморов. Есть? История покажет. Нет, давай, история, конечно, и будет, может быть, и у нас вырастут, конечно, будут это. У нас вообще кыргызы такой очень древний, великий народ, что он всегда придем мы к этому. Но давайте мы говорим про сегодняшний день и говорим про ту эпоху. Я думаю, вот что касается кино, то мы, слава богу, не отстаем от прогрессивных стран. У нас в Кыргызстане кинематограф развивается. Но это все не на государственные деньги, а, соответственно, на частное финансирование. И вообще вот феномен нашей страны очень хорошо показывается желанием народа развиваться. То есть мы пережили 3 революции, это не сломало нас. Я согласна, да, это присуще нам, действительно. Мы собрались так, сориентировались, и все равно бьем в одно и то же. У нас то не получается, мы все равно прошибаем, и зачастую с каждым годом становимся ведущими в какой-то... не надо далеко брать, мы в прошлый мой подкаст
кыргызских журналистов, а именно журналистов-расследователей, признают в постсоветском пространстве одними из самых лучших. Лучших, да? Да. Кыргызское кино, слава богу, современное сейчас смотрят. Вот у нас вышел прекрасный сериал, ну, я не знаю, прекрасный, наверное, в современных тенденциях. Это «Черный двор», который посмотрело огромное количество, там, миллионы просмотров. Вы знаете... Я понимаю, что нет, это я своеобразная сейчас секунду культура. скажу, хотела бы сказать. Вы понимаете, те ценности, которые были... Вы же говорите про традиции, те ценности, которые были вложены в фильмы, которые снимались вот в то время, и сейчас ценности, они, мне кажется, они очень разные, и здесь нужно задуматься, что ближе нам, к нашим традициям было. Сегодня то, что снимают, или в тех произведениях, которые писал Чингиз Айтматов. Вот ближе к нам, традиционно, ценностям нашей культуры. Что ближе? Я полностью с вами здесь согласен. Вот какой фильм будут смотреть еще 100 лет? Это фильм «Приговор», который вышел вот недавно, или фильм тот же самый белый... «По следам снежного барса», правильно? Поэтому я вам говорю, вот видите, вы же говорите о ценностях, какие традиции сохранены. Ну вот здесь нужно задуматься, где они больше показаны, в какой эпохе сегодняшней нам оно ближе к нашим традициям, к нашей культуре кыргызской. Или это было ближе, мы находим... Конечно, там был свой отпечаток. Это был Советский Союз, была своя идеология, была своя политика, однозначно. Что-то запрещалось, что-то разрешалось. Но давайте найдем, где больше вот вложено ближе к культуре, к ценностям нам. Вот мне кажется, нужно вот в этом искать. Делать выводы там или в сегодняшних, как вы сказали, фильмах. Я, конечно, безусловно, они все талантливые люди, но не все фильмы я смотрю. Не все читаю то, что сегодня пишут, а больше предпочтения отдаю той же классике, которая... Я даже не об этом говорю. Я говорю о том, что, вот повторяясь вас и цитируя, можно сказать, вас, о том, что все-таки, если в советское время влияла советская культура, но в то же время пытаясь сохранить какие-то локальные ценности того народа, проживающего здесь, то сейчас стирает все эти ценности масс-культура. И мы не замечаем этого всего, но она просто подчистую стирает. Да. Ну вот, а что нам ближе было? Вот мы находили... Вы же говорите советская культура. Ну почему? Там были очертания нашей традиционной, присущей нам, кыргызской культуре. Поэтому то, что они сейчас вот все это сводят к нулю, то к чему этому приведет, и я думаю, что оно уже приводит к сегодняшнему состоянию того, что мы сегодня, наверное, имеем. Вот вы знаете, я еще удивляюсь, вот все-таки один пример приведу. Мы всегда гордимся легендарный парламент, да, когда он был. Помните, это вот самые первые, да, вот когда мы обрели независимость. Это же были выдающиеся политики, да, вот не зря же его назвать легендарный парламент. И, кстати, в этом направлении, мне кажется, мы все схожи, уже здесь не делимся на про. Здесь все приходим мы к одному, что это действительно был легендарный парламент, и там были выдающиеся личности. Но в этом легендарном парламенте были же люди, это были же все советской эпохи. Это же они были. Это были знаменитые личности с разных сфер, с политики, с искусства, с науки. Но это были они. И мы их называем легендарными, самыми мудрыми, которые принимали очень важные законы, положения, которые определяли дальнейшую нашу судьбу. И они создавали вот это все, укрепляли. Ну, они все были это эпохи советского времени. А сегодня у нас практически все это вот молодые, даже моложе меня, это которые родились в 88 году, 90, 93, 96, 2002, 2003 год. Это уже люди уже современного Кыргызстана. Мы все критикуем, сами себе иногда противоречим, говорим, что вот они хвалим тех личностей, которые были выходцами из Советского Союза, да? Но в то же время мы говорим, что там плохо. Потом мы сталкиваемся с сегодняшним днем выходцев современного Кыргызстана и говорим, вам до них это как до неба. У вас даже нет... И опять тогда как было? Где хорошо, где плохо тогда? Скажите, пожалуйста. Для меня вот ключевым фактом является в том, что
любой человек, который являлся талантливым ученым, либо политиком, мог стать депутатом в тот период времени. Сейчас талантливый человек, который может быть хороший политик, не имеющий денег, может ли он стать депутатом? Нет, конечно, это большие финансовые ресурсы. Откуда вы что? Вы знаете, вот я вот тоже хотела сказать о том, что, конечно, говорить, что все было прекрасно и гладко, конечно, нет. Это будет это будет немного необъективно и субъективно, если мы сейчас будем говорить, что в Советском Союзе все так близко. Конечно, там были очень трагические, даже массовая репрессивная кампания, то есть которую, я в частности скажу про Крым, мы лишились самой основной интеллигенции. А сколько бы они могли бы, могли бы еще сделать, например. Это была, понимаете, где нету было свободы выражения слова, это надо признать. Но опять здесь все относительно, опять спорится, да. Была одна такая мощная идеология, от которой в рамки за этого простора мы выйти никак не могли. Вот установили нам все, вот так и оно будет. Вот смотрите, не зря я заговорил о 50-х годах, а вы начали говорить о переписании истории, ведь история Кыргызстана, классическая, современная, была написана как раз в 50-х, 60-х годах. По-моему, первый том истории Кыргызской ССР был опубликован в 1954 или 56 году, боюсь сейчас напутать. К чему я это все говорю? Вот сейчас говорят, что историю Кыргызстана написали русские или советские ученые. Но если вы откроете эту историю Кыргызской ССР, вы увидите там 70 или 80, 70 как минимум процентов кыргызских фамилий. Когда я это говорю, мне всегда говорят: ой, это же были советские ученые и так далее. Тогда давайте вычеркнем из истории Кыргызстана этих ученых, давайте вычеркнем всех выдающих деятелей. Да. Я вам об этом и говорю. То есть просто понимаете, здесь я признаю, что да, вот в то время, когда были написаны истории Кыргызстана, не все источники были раскрыты. Я же еще говорю, недоступны. Там действительно были рамки в советское время, была какая-то единая идеология, были единые рамки, за которые выйти невозможно. Но есть же основное, как археология, этнографические исследования, да, и так далее. Там оно и сегодня совпадает с этими, да, некоторые страницы были закрыты, которые открылись. Те же самые больше политические вопросы, да, 20-х, 30-х годов, это вот репрессии и так далее, коллективизация и так далее. Но основа науки же была заложена. Оно же была же все равно, ее же нельзя же сказать, оно же было изучено. Благодаря этим мы продолжаем его еще глубже изучать, но она же была, отрицать его, все, что они ничего не сделали. Давайте тогда сравним то, что сегодня делается. Дайте другое, дайте альтернативу, нет уже. По поводу переписывания истории в современном мире. Хорошо, ее мы с вами определили, что в 50-х годах написали историю, и кыргызы ее писали в том числе. Сейчас ее переписывают. Как вы думаете, с чем это связано? Я, конечно, понимаю, что каждые 50-40 лет история переписывается, но не так кардинально, как сейчас это делается. С чем это связано, как вы думаете? Опять первое... И это же не госзаказ, главное. То есть это свободные ученые. Это свободные ученые, которые переписывают это все. То есть если мы говорим там про сталинское время, там переписывали по госпрограмме. Если мы говорим там про хрущевское время, там убирали там Сталина, Жукова и тому подобное. Если мы говорим про брежневское, там история переписывалась, под веянием времени. Сейчас же это абсолютно независимые ученые. Дело, наверное, больше играет и в том, что открылись некоторые страницы истории. Вот как я уже повторяюсь. Они действительно открылись, а то, что было закрыто... Вообще, вы знаете, скорее, это, во-первых, в первую очередь, действительно, то же самое, который я привела примеры, да, 20-е, 30-е годы, это репрессии, это коллективизация, тот же самый 16-й год, который нам немного описывался в советских книгах, не так обширно, как мы это видим сейчас, сыграло эту роль, первую, то, что доступны стали новые материалы. Но второй вопрос здесь опять, понимаете, насколько они объективны, ты пользуешься этими материалами. Я знаю многих ученых, статьи, которые действительно этими материалами, этими страницами, они объективно его используют и пишут по фактам. То есть они пишут то, что было плохо, то, что было хорошо, то, что негатив, как сыграло и так далее. Это объективно. Но, к сожалению, у нас есть сегодня
в науке вот из-за того, что это и хорошо, и плохо, наверное, свободное, да, каждый пишет то, что хочет. То есть каждый исходит из своих и личных интересов. Не всегда берут вверх интересы страны или интересы своего народа. Там могут быть те, кто пишут, это может сыграть роль и личные интересы, возможно, финансовые какие-то или еще что-то интересы. И вот здесь, конечно, начинают потом переворачивать историю, уже исходя из своих личных интересов, как это им угодно. Или кто-то им, может быть, заказал, что нужно вот в таком формате написать. Оно в таком формате выходит. А если это объективно пишется с новыми материалами, с дополнениями, которые в советское время для нас были закрыты, это совсем другое, это нужно, это необходимо, это совсем другой формат. Ну вот опять-таки теперь исходит из того, что кто пишет и какие цели он это преследует. А вот цензура какая-то в учебниках истории существует? Ну, цензура, я имею в виду сейчас не вот это страшное слово цензура, а цензурирование, то есть... Мы же принимаем новые учебники, по которым сейчас дети учатся. А история — это очень важный для меня, мне кажется, сегмент того образования. Кто за этим следит? Ну, Министерство образования. А кто эти люди, которые внедряют эти новые учебники? Знаете, это такой сложный вопрос. Я всегда тоже думала об этом. Кто эти учебники? Ну, конечно, это все курируется Министерством образования и науки. Кто грифы ставит, да. Для школ особенно, да. Да. Ну, в основном, если идет книга, утвержденная Министерством образования, значит, это утверждено Министерством образования. По поводу книг, мне кажется, там есть конкретно утвержденная учебная программа, учебный план. Нет, ну да. Да, и вот по нему и составляют, в принципе, эти тексты. Но опять-таки... очень много свободные же ученые, не все же выходят с грифа Министерства образования и науки. Она тоже, понимаете, вот она, если она сейчас будет запрещать, это ущемление прав человека. Понимаете, вот я свободный, я написала за свой счет, его опубликовала. Хочешь — читай, не хочешь — не читай. А если это будет государственная программа и скажут, да, вот что все учебники выходят только вот с утверждением Министерства образования, все, второго не дано, тогда это уже, может быть, другой вопрос будет. Но у нас учебники, если честно, по истории Кыргызстана, они давно не обновлялись. В 2012 году, кажется, последний вот учебник вышел. А по поводу школ, это все должно идти от Министерства образования и науки. Нет, вы имеете в виду вузовские учебники. Тогда давайте поговорим об Осмонове, который пишет новый учебник. И я, знаете, если взять его первые учебники, там, за 7-й, по-моему, он с 7-го года начал активно публиковать, и взять современные учебники, там абсолютно разная история. То есть это разные книги. Я не знаю. А как так может быть? Не могу ничто сейчас про это сказать. Я скажу только одно, что вот сейчас мы... Последнее учебное пособие, кажется, выходило в 2012 году, насколько я помню, если я не ошибаюсь. То сейчас вот мы готовим новое учебное пособие. Оно очень большое будет, почти состоять из 600 страниц в 2 томах для высших учебных заведений. И там вот мы стараемся все рассмотреть, как я уже сказала, объективно, с учетом новых материалов, с учетом каких-то переосмысления, может быть, некоторых фактов. Но все оно будет подтверждаться фактами и доказательствами. А как вы думаете, кому выгодно вообще переписывать историю Кыргызстана? Вот видите, опять, вот я вам говорю, это вот... Ну вот кому выгодно? Там, допустим, выгодно, либералам, России, там, туркам. У каждого есть свои интересы, Дима, у каждого. У России есть свои интересы в описании истории, как они хотят это видеть. У Запада свои интересы, у Турции свои интересы есть. Дело в том, что нам интересно, что в интересах нашей страны. Вот это здесь уже субъективный фактор. Это зависит от человека, который подходит к написанию этого учебника. Что им движет? Если движут интересы страны, то это другое. Но если личные интересы, а личные интересы бывают разные, это финансирование, либо интересы, он, может быть, пропагандирует другой страны, это уже другой вопрос. Вот давайте тогда поговорим о деньгах, да? Вот, допустим, возьмем ваши исследования. Откуда вы получаете деньги на свое финансирование? Это государственные деньги, это деньги из-за рубежа, из Запада. И какие цели вы в своих исследованиях преследуете?
Я сотрудничаю, мы сотрудничаем с различными странами, с учеными всего мира, потому что наука, она без границ. Мы не должны только так, когда, в принципе, наука тоже всегда была частью политики, но мы должны исходить из интересов науки, из интересов своей страны. То есть, если науку мы начнем превращать только в политику, тогда это уже, считайте, уже одна большая трагедия в научной сфере уже будет. Я сотрудничаю со многими учеными с различных стран. Мы проводим исследования и с европейскими учеными, и с китайскими учеными, то есть различных стран. Но когда я провожу исследования, в моих интересах, например, это интересы моей страны, моей родины и моей истории. Я исхожу из этого. Если у нас интересы здесь не совпадают, если они преследуют какие-то другие интересы, то я просто не провожу эти исследования. Я просто могу отойти. То есть в этом заключается. Поэтому наверное, иногда мои партнеры, с которыми я работаю, может быть, европейскими, западными, не всегда может нравиться то, что я высказываюсь. Вот вы, наверное, сейчас тоже заметили, мои высказывания, они не всегда могут понравиться им, но при этом им не мешает работать со мной, потому что они меня уже знают. То есть как ученые мы проводим конкретные исследования, да? То есть вне политики мы их проводим. И если начнут мне сейчас диктовать, а давайте это трогать, а это не трогать, а давайте это писать, они прекрасно знают, что дальше у нас работа тогда не получится. Поэтому я никогда не чувствовала, чтобы на меня оказывали в этом плане давление. Может быть, я себя так поставила, что так не получится. Поэтому, может быть, не всегда нравится то, какие исследования я потом в итоге делаю, и в итоге это пишет. Но они это принимают, потому что я это подтверждаю фактами, доказательствами. Я это все описываю как ученый, и они уже видят, что, там, в принципе, это все... Там все в пределах той науки, в котором оно должно быть. Поэтому как-то в этом у меня нет каких-то проблем. Но я знаю, что многие, я даже разговариваю с ними, я иногда спорю, говорю, это же не так. Вы же видите, что это не так. Они говорят, да, я так не могу сейчас сказать, я это не могу сейчас писать. Тогда я вряд ли получу какую-то поддержку и так далее, и так далее. Такие случаи я очень часто это встречаю. Тогда провокационный вопрос вам задам. А как вы думаете, какие элементы кыргызской истории как неинтересны для изучения либерально направленным массам? Вот так я задам скромно. Объективно можете сказать? Опять, каким именно страной вы имеете в виду? Я, например... Что может быть, условно говоря, неинтересно? Я знаю, что в археологию в основном нет никакого финансирования или помощи со стороны западных стран, да, или я ошибаюсь? Вы так перешли на археологию. Нет, вы же сказали, какие страницы истории. Археология, древность, это же тоже страницы истории, правильно? Насколько я знаю, что... Я имею в виду в современной истории Кыргызстана. Тогда особо... Если про археологию ответить, то там вообще это не вопрос. Я просто имею в виду, что их это не интересует очень. Я знаю, что археология вообще никак Да, я знаю, археология интересует другие страны. Да, Китай, допустим, Японию, то есть, и это понятно, почему она их интересует. Видите, это как раз геополитические вопросы. Да, видите, о чем я говорю, у каждой страны свои интересы, и тем более стран. В основном сейчас очень сильные дискуссии идут именно о Советском Союзе, конечно, безусловно. Мы видим, что и здесь говорить и не говорить, это ясно, очевидно, что очень идут большие противоречия именно истории советского периода. И там разбирают практически все. Это их больше интересует. Современная история Кыргызстана. Больше, конечно, я сейчас замечаю, что именно советский период. Он очень стал актуален. Возвращаясь к советскому периоду, мы с вами поговорили по деколонизации. Я думаю, что итогом можно сказать, что мне, допустим, сложно представить, как независимая республика может быть повторно деколонизирована. И хотелось бы повторить по другой теме декоммунизация. Как вы вообще воспринимаете этот термин и что в него вкладывается? Я не знаю, что они вкладывают декоммунизацию. Коммунистом я не был. Я даже октябренком не был. Вам, может быть, посчастливилось еще октябренком быть.
коммунизм для меня, вообще идея коммунизма и социализма, она хорошая. То есть равноправие, там, всем от способностей, всем по потребности. Там, ну, в общем, все люди жили бы в счастье и в мире. Но почему вот эти идеи, чтобы все люди жили в счастье, гармонии и в мире, пытаются из нас выдавить? То есть это, ну, то есть коммунизм можно рассматривать как там, гуманизм, да, тоже, когда все люди живут в мире и счастье. Там, мы знаем, в Европе огромное количество коммун было в 60-х, 70-х годах, да, в конце концов, в некотором смысле хиппи жили по смысловой нагрузке социализма и коммунизма. Да, я могу сейчас, конечно, где-то кто-то со мной поспорить может, но в принципе это так. Так зачем с нас выдавливать вот эти вот мысли о равноправии, о гуманизме? Вы можете мне ответить на этот вопрос? Мне сложно просто представить. Я не Ну, могу. наверное, они не это и хотят, а там хотят более другой вопрос стоит, наверное. Не это. Это как Ну, это бы, же следует одно за другим. это поводы, причины в этой проведении вот такое, это, наверное, немножечко другое. Вот это мы опять вернемся, вот когда называют то самое рабское мышление, мы не можем оттуда выйти, и поэтому мы... Знаете, ответ, мой вопрос, вот на ваши вот эти все вопросы, они исходят от этого, что они сейчас преследуют. Вот мы сейчас будем не любить этот период, мы будем его ненавидеть, мы будем их винить во всем. И к чему это должно нас привести? Вот мы сейчас подрастающему поколению будем внедрять это ненависть всему, что виной всему вот это вот тот период они сделали, они и делают, хотя не знаю, что они сейчас сделают, да, и так далее. Внедряя вот это все, такую ненависть, что хотят, что они это хотят, к чему хотят привести к этому. Мы же видим, что вот эта вот ненависть, к чему она потом приводит, вот последствия, вот когда враждуют, к чему она может, к чему они это толкают, я, в принципе, это понимаю, но поэтому я и вот сейчас вот говорила о том, что мы страны географически расположены. Вы просто боитесь это назвать. Я вам скажу. Нет, я не боюсь. Для меня это вот пример узбекских событий, которые были у нас в 2010 году. Вот это. Потом у нас были акбашатские события, когда тоже... То есть это межнациональная вражда, которая следует за этими понятиями. Но к чему это может все привести? К войне, гражданской. Давайте, вот я поэтому говорю, вот почему я постоянно призываю, да, географическое расположение, первые наши партнеры это наши соседи, вы понимаете? Здесь же не только политический вопрос, здесь же и экономические вопросы стоят, вы поймите, да, вот экономика. А что? Вот опять будем спорить, что превыше, экономика или политика или экономика и так далее, да? Есть такой экономический вопрос. Если кризис экономики, да, это же будет взрыв в любом государстве. Понимаете, есть вот эти партнеры наши, которые мы называем, там и вкладываются же большие экономические вопросы. Понимаете, нужно же и это смотреть. А люди, которые призывают к этой ненависти, какой-то, они абсолютно, кажется, не рассматривают вот эту плоскость экономики, насколько она, что потом будет. Это ужас Нет, просто. Если есть альтернатива, предложите альтернативу. Есть альтернатива? Я не вижу этой альтернативы. Тогда нужно задуматься, понимаете, вот я абсолютно исключаю, они все время говорят политические вопросы, отношения друг к другу. Есть очень большая основа государства, это экономики. И вот когда государство у нас, вот иногда они критикуют наших правителей, да, президента, государства, там, вы не так сделали, им надо было так, а с ними нужно так. Далеко брать не надо, это вот эти вот пробки на границе. С ними поругайтесь, их там, скажите, понимаете, государства, они думают шире, им нужно думать о целой стране, понимаете, не о одном человеке, нравится тебе это или нет, хочешь ты этого или нет, а о целом государстве, вот стабильность, целостность, как будет. Потому что если это будет взрыв экономический, это социально-экономический взрыв, к чему это приведет? Поэтому, вы знаете, когда я говорю вот о тех самых... Мне тоже многое не нравится, Дима, мне тоже многое хочется по-другому. Я же вот вам объяснила, если бы у меня была бы возможность взять свою территорию, поднять ее целиком со всеми и перенести, я бы, наверное, уже вам сказала бы, возле чего бы я бы, может быть, ее перенесла бы и там бы...
раз нет такой возможности, значит, нам нужно исходить из той ситуации, как делали наши предки. Вот же благодаря же им мы сегодня пришли к с вами. Не знаю, они же тоже не исходили из этого, нравится, не нравится, хочу я, не хочу. Они исходили из геополитического, они дальновидные политики, они смотрели, есть выход. Что нам делать, чтобы сохраниться? Вот что нам делать? Здесь стоит там, здесь стоит там. Выбираем, что нам наиболее наилучше. И они выбирали то, что они считали более даст возможности для сохранения, понимаете? Они так делали, и, извините, вот кто хочет быть чьим-то колонией или там под кем-то, кто хочет, какая страна. Но для того, чтобы сохранить территорию, национальность, народность, ты идешь на такие. Вот они шли на это, а мы их критикуем за это сейчас. Мы их критикуем, говорим, а вот зачем они присоединились? Мы бы прекрасно жили бы. Мы даже, вот понимаете, это благодаря хорошо, что в то время были те люди, а не сегодняшние, которые высказывают вот такие глупости иногда говорят, а были дальновидные политики, дальновидные мудрые люди, которые благодаря их шагам, последовательности, мы сегодня с вами вот сидим свободно, обсуждаем о разных темах, говорим все, что хотим, и никто там не стучится, да, и никто нам не говорит, что перебирайте слова, убирайте, вот свободно сидим, рассуждаем. Вот они своими шагами привели, а мы эту историю бьем. Мы говорим, вы не так делали, вы не то делали. Понимаете, не надо было присоединяться, надо было вот там остаться. Или вот о чем я вот всегда своим студентам хочу донести, понимаете? И то же самое, да, вот интеллигенция в 17-м году, вот та самая мощная наша кыргызская интеллигенция, которых мы, к сожалению, путем репрессий потеряны были, они же, вот я уже выше сказала, они ведь тоже становились и рослись, будучи уже в составе Российской империи, получали образование, да, появились русско-туземные школы. Альтернативно им начали появляться новометодные школы, чтобы совместить, да, и мусульманство, и светское образование. Но это же тоже конкуренция, понимаете? Появилась и сразу сработал инстинкт выживания. Нам нужно теперь и свое сохранить тоже. И сразу появились, то есть, понимаете, вот эта вот последовательность истории, которую мы проходили, эти шаги, они к нам привели к сегодня. А если мы выбрали бы в тот момент, опять мы с вами, если бы выбрали не тот путь, мы сегодня сидели бы с вами, тоже большой вопрос. Если бы, например, присоединились не туда, а в другую сторону. Или бы решили бы вообще остаться. Я бы точно не сидел. Ну, давайте задумаемся. Вот поэтому я говорю, вот когда говорят, очень сильно у меня тоже вот говорят советская власть, я говорю, я не хвалю советскую власть. Вот не смотрите на меня так, как будто бы я же говорю, исходя из своей трагедии, например, я ее должна сейчас сидеть и только черные стороны назвать и слепо закрывать все, что было хорошее. Понимаете, объективное. Ну, я им говорю, вот в 17-м году, если бы не та революция, вот опять, что произошло бы? Я боюсь, что мы могли бы превратиться просто мы, древняя такая вот нация, могли бы превратиться в такую, где в малые такие народности, понимаете? Если бы не вот это, прям нам так повезло, что после 16-го сразу же прям идет эта 17-го года революция. Понимаете? И вот установление, да, этой власти, тот же самый Ленин, которого мы ненавидим, который крикнул размежевание народов Средней Азии, да, и так далее. Вот это все обретение территориальных, определение границ, да, там были свои упущения, мы не отрицаем это. Ну, самое главное, оно было. Ну, вы знаете, сейчас очень одну фразу за другой очень хорошо сказали. Фразу Ленина про размежевание народов Средней Азии, и потом сразу же перешли к границам. Вспомните следующую фразу, которая будет говорить о том, что после развала Союза эти народы сразу не смогут жить едино, потому что проблемы границ их будут преследовать еще долго. Что мы сейчас и имеем. Но... Насколько умные политики тогда были? Вот я вам говорю, видимо, так и есть. Вот вроде бы мыслить арабский мысль, говорят, трудные времена порождают сильных людей, сильных личностей. И вот когда мы говорим, не нужно было им туда присоединяться, не надо было им это делать, да, и даже когда мы критикуем советскую власть, например, да, но в 1924 году, когда Кыргызская автономная область, они же все были участником создания вот этой как бы установления этой власти, да, принимали участие.
в тот же момент мы как-то автономию свою взяли. Ну вот как бы хорошо ли, плохо, но фундаменты, они были созданы тогда. Поэтому, вы знаете, я все-таки придерживаюсь того, чтобы мы как бы объективно смотрели на это. А то, что сейчас нам хотят показать и привести, критикуя ведь советскую власть, они критикуют, в принципе, одну страну, один народ, да, вот в общем говоря. Вот сейчас, придавая ненависть, вот эту вражду между народами, я не знаю, к чему они хотят, для чего они это делают. Они понимают, что в мировой политике, в мировой истории, если ознакомиться с мировой историей, вражда между ненависть народами, она всегда приводит к войне. Они же должны это понимать. То есть, когда они говорят так громко и хотят, чтобы это кричали мы все вместе, подрастающее поколение. То есть, сегодня подрастающее поколение, придавая им ненависть к какой-то стране или к какому-то народу, они призывают подрастающую молодежь к чему? Ненависть – это всегда война. Она приведет рано или поздно к войне все равно. К миру она не приведет. А если тем более она будет внедряться с поколения на поколение, понимаете? Вот когда вот ребенок растет, и мы говорим все это, вот мы же видим, к чему это приведет. Я поэтому и говорю, где тот гуманизм, который нам... Где те ценности о многонародной, о любви друг к другу, да, о толерантности. Вот вы знаете, мы с вами так долго разговаривали о советском периоде и вообще о советской власти в истории Кыргызстана. Хотелось бы подытожить как-то это все. Как вы думаете, вот, что Советский Союз дал кыргызам, Кыргызстану и кыргызстанцам в общем? Ну, давайте вопрос поставим, наверное, я бы по-другому. Не дал, а что было в Советском Союзе? Ведь кыргызы не только получали, скажем так, да, вот, а то говорить, что только дал, так тоже, потому что там мы все жили в одной стране, с одним идеологией, с одним законом. Мы все друг другу были чем-то нужны, и все друг друга дополняли. То же самое, как и победа в Великой Отечественной войне, да. Я всегда очень много спорю, ну, наверное, не знаю, как вот, когда говорят, войну выиграл русский солдат. Я всегда вот говорю, ну вот почему не советский солдат? А что, в войне не принимали участие другие национальности? Они просто стояли и смотрели? Понимаете, вот такие вот иногда слова, они сами могут какую-то черту накладывать. Поэтому вот то же самое, не то, что дал, а вот то, что было в Советском Союзе. Мы были единой страной, мы строили одну страну. И все, что я уже, как выше сказала, конечно, в любом периоде истории, это не только в Советском Союзе. Возьмите другую мировую историю любой страны. Там что, все так было гладко, мы иногда так трагично все воспринимаем, что вот мы так много говорим о том, что говорим, когда так очень с таким давлением и критически, что так было. Такое ощущение, что в других странах весь период их вот истории проходило все благополучно и успешно. Были же и другие колониальные страны, и что происходило с этими странами потом. Вот. То есть в любой истории бывают трагические страницы, бывают негативы, бывают позитивы. И если мы будем постоянно просто игнорировать хорошее и говорить только плохое, тогда мы можем и прийти к этому плохому, если мы будем только говорить о плохом. Поэтому я думаю, что в советский период Кыргызстан, как вот в составе Советского Союза, мы получили большой толчок в развитии образования. Это факт. Ну, вы с этим ничего не... Развитие культуры, развитие инфраструктуры, строительство дорог. Вот, понимаете, вообще дорога, да, это считается самое начало всей инфраструктуры любой страны. То есть оно было заложено именно там. И мы ими сейчас до сих пор пользуемся. Я вот на образование, те высшие учебные заведения, развитие культуры, все, что было построено тут, мы пока пользуемся только это. Ничего нового мы не придумали, ничего нового мы пока не создали. Альтернатива это или другое, или замену. Мы еще нету этой замены. Вот когда это произойдет, может быть, тогда мы будут говорить, да, что вот теперь мы стали вот так, а пока мы пользуемся только той благами, покамись, той инфраструктурой, теми заведениями и так далее, и ГЭС, и водохранилище, только и дорогами до сих пор их пользуемся, только теми, и дома у нас стали более крепче. Вы знаете, вот я хотела бы еще один факт показать. Вот
раньше строили дома, да, вот я разговаривала, вот когда были землетрясения, что они учитывали даже сквозняк, вот, чтобы было вот проветривание воздуха, понимаете, и вот я вижу в 10-м микрорайоне и в 4-м, кажется, микрорайоне, такой, там много домов, ну, это спальный район, и бассейн. То есть я спрашиваю, что в бассейне действительно наполняли воду, дети купались, да? То есть это открытые вот дворы стоят, и там бассейн, там деревья, зеленый город, как и бассейн. И они мне говорят, да, здесь вот чистили, приходили, заполняли воду, мы, малыши, наши дети, ну, бабушки говорят, там сейчас эти дети купались. Вы понимаете, при строительстве дома даже строили бассейн детям. Где вы сейчас видите бассейн? То есть сейчас детские площадки. Сейчас детских площадок нету, да. Спортивные площадки, детские площадки строились. Рядом обязательно должны были садики, школы, больницы, это, поликлиники. Это забота о своем народе? Я не знаю, вот вы мне ответите. Это забота? Я вам скажу, что мы живем сейчас в другое время. Если раньше мы думали о Нет, я знаю, что мы живем в другом. То сейчас Нет, мы думаем исключительно я знаю, что мы капитализм и коммунизм. Я Это знаю, две что... разные. Не, ну было же в то время, говорят же, что все очень плохо. Ну, я вот говорю, это забота, это является. Я не знаю, сейчас, например, раньше вот я разговариваю, у меня удивляются мои родственники, когда попадаешь в родильный дом, в больницу, в родильную больницу, и тебе после родов на следующий день тебя отпускают домой. Сейчас так. На следующий день тебя отпускают домой. То есть все. Мне мои родственники рассказывают, та же самая мама, нас при всем твоем желании, даже если ты на следующий день кроссы будешь устраивать, по больнице бегать, как положено 10 дней. То есть я говорю, ты хоть кросс покажешь, что ты вот тут на следующий день можешь бегать уже по больнице, да, и ребенок все. Нет, как положено. То есть тебя проверят, все досконально отпустят. То есть вот так вот, да. Ну, я не знаю, это забота или что, вот как это объяснить, эту политику? Объяснение дайте сами. Просто вот в больнице, то есть ты получал путевки, инфраструктуру. Колониальная политика, прошлое, да? И Ну, вы вот со своим рабским мышлением. это все. Я просто говорю факты. Российская колония, Российская империя, да, я его называю, ну, Советский Союз, ну, я вот, давайте делать какие-то выводы, заключения, вот как это было. Потом, вы знаете, я очень, когда, вот есть же такое, да, вот слово, да, когда ты хочешь уничтожить страну или народ, начни с образования. Это самый лучший способ. То есть это не нужно там никакие оружия, да, если так снизить уровень качества образования и обесценить ценность семьи, что это не столь важно, и пристыдить женщин, что быть мамой – это не очень-то хорошо, и сидеть дома, ухаживать за детьми – это не очень-то хорошо. Вот если ей придать вот это, что это стыдно и плохо, да, то само по себе эта страна и это государство, она развалится, по идее. Но в Советском Союзе как-то качество образования, я не знаю, заставляли учиться всех. Нельзя было не учиться. То есть техникум, училище, не хочешь в университет, тогда обрети хоть техникум, училище, в университет. Они были бесплатные, да, мы же все знаем. То есть образование было бесплатное. То есть повышали уровень образованность, это нужно было. А какая наука была, да, как это развивалась наука? Библиотеки какие строили? У нас сегодня есть новая библиотека построена, нет? Или пока мы те же? Может, я не знаю, есть, я не знаю. Я знаю пока то, что были построены еще в советский период. Может быть, есть они? То есть строили библиотеки, да, говорили... Затруднюсь ответить на этот учиться, вопрос. да? То есть повышали уровень образования. Материнство, да, вот помните, там 5 детей родила, да, тебе там такие льготы и так далее. Ну, это сейчас есть. Тоже есть, да? Ну, это хорошо очень, что есть. Выдавали, то есть у тебя 2 детей, там, я не знаю, 2-комнатная, да, было, если 3 детей, тебе давали 3-комнатную, да, квартиру, или на... Как-то вот я уже не помню хорошо, но я читала, что там, выдавали квартиры бесплатно это всем, но в зависимости от рождаемости детей тебя сразу шли на расширение квартиры. Да, кстати, к Советскому Союзу выдавали бесплатно квартиры, да? Я вот об этом... И сейчас тоже выдают и некоторым служащим у нас в республике. Нет, как это... Выдают же все равно. Не надо этого отрицать. Это немного, но, допустим, военным выдают, насколько я знаю, ГКНБшникам выдают. Поэтому есть такой феномен еще у нас в стране. Я не знаю, как очереди есть у нас сейчас или нет.
Я не знаю. Среди Я моих вас- Ну, факт то, что, В понимаете, Академии наук у вас выдают квартиры? сейчас нет, то что они закончились, насколько мне говорили, кажется, 8... А, нет, в 90-м году, кажется, последние получили, это которые стояли в очереди, ну, вот 80 87 где-то, и вот в 90-м году, кажется, получили последний раз, вот один или двое. Вот я тоже Да интересовалась, вы у них спрашивала. спросите, они вот если они поддерживают феномен рабского мышления, они от квартир от этих отказываются вообще? Нет, благополучно живут. Да. Нет, нет, кстати, я вам так скажу, вот именно выходцы с Академии наук, ученые, которые достигли больших высот советской Руси, у них нет такого рабского мышления. И они никогда, они очень объективно смотрят на эти вещи. Вы же знаете, например, тот же самый Денис Нуршалиевич, да? Член-корреспондент. Мой самый первый, можно сказать, и учитель в науке, и мой самый первый начальник. Потому что я под его руководством работала его помощником практически где-то 9 лет. Поэтому я вам больше... Именно там такого я очень редко встречала. Может, поэтому нас и критикуют этих выходцев с Академии наук, с академической среды. Нас же и называют же в основном больше, критикуют, нас бьют за некоторые высказывания, объективные наши. Хотя, когда мы высказываемся, мы стараемся это все обосновать фактами, доказательствами. Ну, в принципе, не всегда это слышат. Мне всегда обидно, когда про Академию наук говорят, вот, что они там делают, штаны просиживают. На самом деле в Академии наук огромное количество открытий. Это в любом институте. Это начиная от геологов, заканчивая химиками и физиками. Просто уровень жизни ученого, он, к сожалению, очень низкий, потому что, допустим, научный сотрудник в Академии, наверное, 10 тысяч сомов получает сейчас. Не, вы знаете, я сейчас... Вот, понимаете, здесь так вот говорят, что раньше давали результаты большие. Ну и раньше финансирование же было другое совсем. Вот, например, сейчас возьмем повара и скажем, вот я хочу вкусный лагман, да, и мы дадим ему одну картошку, один лук. Что мы должны получить, чтобы поесть вкусный лагман? Что мы должны дать повару? Либо мы должны ему дать деньги, финансирование, чтобы он купил продукты, либо мы ему должны предоставить продукты, из которого он сделает нам. Но если мы ему не дадим ни денег, ни финансирования, не скажем, я хочу лагман, он сделает из чего? Из того, что у него есть, может быть, а у него что есть, одному Богу известно. Там, то есть, может, у него... Ну, понимаете, чтобы требовать высокого уровня результата, а наука это очень дорогое удовольствие. Вы же знаете это. Это действительно огромные какие-то... Не знаю, я могу сказать, что есть то же самое высказывание «каша из топора». Не, ну, каша будет, продукт тоже будет, но не будет такой, как ты хочешь, вкусный, со всеми там специями и так далее. В науке это то же самое. Ну, поэтому вот вы, когда говорите о Советском Союзе, о сегодня и так далее. Да. Ну, давайте прощаться. Давайте. Что вы можете нашим зрителям пожелать? Я хочу пожелать только одно. Давайте исходить из интересов своей страны. И если мы думаем о своем будущем, если мы видим себя в этой стране, конечно, если некоторые не видят себя в этой стране, им все равно. Они могут идти на том импульсе, который им выгодно, а потом раз и как-то куда-то уехать. Если мы в интересах своей страны, а как это делали наши все предки, они даже делали то, что им не нравится, но они понимали, что это будет в интересах своей страны, и они шли на это. Поэтому давайте... Если каждый гражданин в своей сфере деятельности будет исходить из интересов своего народа, своей страны, мы придем к позитивным результатам. Как мы это и делали все это время. Мы, такой маленький народ, как кыргызы, сегодня мы достигли таких высот и стали независимой страной. И несмотря на нашу малочисленность, наши достижения, они даже были выше некоторых других стран, например, которые с большой численностью. Да? Но если мы сейчас будем идти на поводу интересов каких-то субъективных, личных интересов, а личные интересы, они понятия очень растяжимые, то, конечно, мы будем все время толкать свою страну на какие-то дестабилизационные конфликтные ситуации. А они не дадут нам развитию, они нам будут приводить только к деградации. Поэтому я хочу призвать только давайте в интересах своей страны, в интересах геополитики,
а это основа, она решает внутреннюю, внешнюю политику. Когда говорят, что внутренняя политика, оно независимо от внешней политики, это люди говорят, которые абсолютно не понимают вообще, что такое политика. Потому что решение внутренней, внешней политики, она всегда взаимосвязана. Одно исходит из другого. Его невозможно просто отделить друг от друга. Как карточный домик. Конечно, это невозможно. То же самое, когда мы говорим о политике, но абсолютно не берем учет экономику страны. Понимаете, вот мы исходим только из политических каких-то зрений, вот то, что нам так хочется, но убираем экономику. Это тоже взаимосвязано. Внешняя, внутренняя экономика, политика, все взаимосвязано. Поэтому, когда мы что-то предлагаем или когда-то мы что-то говорим, мы должны учитывать все факторы. Экономику, внутреннюю, внешнюю, геополитическую ситуацию, мировую ситуацию, исходить из этого. И я хотела бы призвать к тому, чтобы наша молодежь, она была более... нашу молодежь готовить именно к такому размышлению и к такой мировоззрению, да? Чтобы оно не исходило из каких-то маленьких сиюминутных личных интересов. Потому что наши предки, которые пожертвовали своей жизнью, они все это делают не для сиюминутных интересов, они строили политику для будущего. Если мы сегодня будем строить для будущего, и знаете, нужно всегда понять, я не знаю, человек как-то живет, либо я старею или что, человек так живет, не думая о том, что он когда-то умрет. Я не знаю, люди абсолютно набирают столько богатства, такое ощущение, что это на долгие годы, или ведут себя в политике таким образом, жаждая власти, что эта власть останется у него в руках на всю жизнь. И понимание того, что это не вечно, это я, наверное, уже как взрослая тетенька говорю, да, что нужно понять, что власть, богатство, она очень быстро уйдет, оно не вечно, а та страна и тот народ, в котором наши дети будут жить, оно вечно. Давайте думать об этом. И еще, конечно, хотела бы призвать, чтобы меньше агрессии в нашем обществе, особенно агрессии от одного народа к другому. Потому что если это агрессия, мы должны понимать, что любая агрессия, она приведет, а потом к конфликту. А конфликт может быть в разных масштабах. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу с вами попрощаться. Хотелось бы пожелать вам, что читайте литературу побольше, проверяйте исторические факты о истории Кыргызстана и думайте о нашем прошлом и будущем, главное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте комментировать. Спасибо.